Всем здравствуйте! Я Алсу Абсарямова. Занимаюсь пуховыми изделиями, производством башкирской пуховой шали уже очень-очень много лет. И сегодня я хочу вам рассказать, как узнать, как купить, какие ценности нашей башкирской пуховой шали. Ну, во-первых, хочу сказать, что у нас уникальная башкирская коза. Она дает всего лишь от 400 до 600 грамм пуха. Но уникальность в чем? То, что у нас очень суровые морозы, и 400 грамм пуха позволяет козе греться в такие суровые дни. У нас же зимой иногда 35-40 градусов мороза бывает. И то есть эти козы выдерживают, они такие вот выносливые, и 400 грамм пуха вполне достаточно. Для чего я это хочу сказать? Потому что наши козы, уникальность заключается в том, что тонина очень тонкое у наших коз волокно. Вот оно очень тоненькое, за счет этого он хорошо греет. И козу обогревает, естественно, и мы, покупая этот платок, мы очень хорошо греемся. Наши козы обладают лечебными свойствами, это что немаловажно. Вот сейчас вот на мне платок, этому платку уже 7 лет, да. Этот платок я подарила своей внучке, когда она еще родилась. Вот смотрите, он небольшой, но очень теплый, очень легкий и очень мягкий. Он вообще не колется, что немаловажно, потому что дети наши не любят колючие вещи. Они любят мягкие, шелковистые. Вот именно такой, вот я вот не могу передать, насколько он мягкий, насколько он красивый. И видите цвет у него цвет, он какой-то, вот у наших бабушек был такие платки, он такой коричневатый, коричневато-красноватый, что ли, вот какой-то вот такой вот. Он очень оригинальный, мягкий. Его еще, знаете, в народе называли буранным пухом. Вот когда идет сильный снег, да, он прям вот немножко даже как бы колечками вот становится, но он очень мягкий. Ости нет. Почему? Потому что башкирские коз чешут. И их счесывают пух, и получается это подпушек. А подпушек он очень мягкий. И во время, когда пряжу готовим для вязания, во время чески, мы вот эти все остевые нитки убираем. И поэтому, если вот попадается во время чески, все равно не попадаются остевые нитки. Но во время, когда пряжу готовим, пушим, трепим, чешем, мы вот эти остевые нитки вручную убираем. Поэтому он становится очень мягкий, легкий, нежный. Видите, он как распушился, 7 лет. А сейчас я вам покажу платок, который связан 2 дня тому назад. Вот видите, он вот только связан. Он только связан, он тоже легкий, тоненький. Цвет, правда, немножко другой. Тот вот красноватый, а это сероватый. Но это тоже башкирская коза. Очень мягкая, шелковистый тоже, вот мягкий, легкий он. Но вот цвет немножко другой. И он, видите, он не распушенный. Не распушенный, многие люди говорят, ну, какой-то некрасивый, он такой не распушенный. А вот кто понимает, говорят, вот и пускай будет не распушенный, я его буду носить, и он постепенно будет пушиться. Так оно и есть. Поэтому наши платки носятся по 20 лет. Мы их носим, они постепенно пушатся, и нас радуют, греют. И нам это, наоборот, даже интересно, красиво. Надо, чтобы он постепенно пушился. Ну, вот первое, это вот наша уникальность нашей козы. Вторая особенность наших пуховых платков в прядении, потому что когда мы прядем, мы пуховую нитку прядем отдельно. Мы сначала делаем клубочек пуховой нитки, потом эту пуховую нитку соединяем с хэбэшной ниткой. И за счет этого платок у нас очень крепкий. Как распознать платки? Вот смотрите, в конце работы, вот этот платок, во-первых, платок наш состоит из 5 деталей. Вот центр, да, и вот кайма. Вот этих коем 4 штуки, да. Потом мы их все соединяем. Вот, соединяем. И вот это место соединения, вот кайму соединяем. И мы оставляем вот такую ниточку. По этой ниточке можно узнать, отдельно она спрядена или она вместе спрядена. Когда у нас отдельно спрядена, она у нас разделяется. Сейчас я вам даже покажу, как можно ее... Так, вот. Вот она разделяется. Вот смотрите, вот отдельно идет пуховая нитка, и вот отдельно идет хэбэшная нитка. То есть это не запрядной платок, а вот именно пуховая нитка отдельно спрядена, а потом эти 2 ниточки вот так вот соединились. Вот. Это вот еще одна особенность наших платков, как их можно различить. Надо, чтобы пуховая нитка отдельно была спрятана. Тогда эти платки носятся очень долго.
постепенно пушится этот платок, и постепенно вы будете его распушивать сами на себе, от тепла пушится. Вот вы под снег попали, там, от любого вот это перепада температуры пух поднимается. То есть постепенно пушится. А когда платок запредной, он пушится уже, знаете, моментально. Когда вот мы уже вяжем его, да, вот из спредной пряжи, когда вяжешь, он прям тоже уже в руках пушиться начинает. Он быстро пушится, потом он как бы, ну, ниточка же, она не крепкая, она быстро вылазит, и за счет этого, наверное, видели многие платки, вот уже плешивина появляется, нитка остается, а пух уже нет, пух уже весь ушел. Вот, поэтому, чтобы еще третий метод, как понять, чтобы он крепко держался, нитка должна быть вот не запредная, отдельно спряденная, и она долго там, она крепко, вернее, там держится. Сейчас я вам покажу. Чтобы это понять, нужно вот взять вот несколько волосиночек вот платка, да, вот, и потом взять этот платок и вот так потрясти. Платок должен держать свой вес. Он держит платок, свой вес, он не вылазит. Это говорит о том, что пуховая нитка спрядена отдельно, не запредная, а отдельно. Некоторые говорят, спрашивают, ваш платок проходит через кольцо? Конечно же, теплые шали через кольцо не проходят, потому что теплые шали мы придем с хэбэшной ниткой. Через кольцо проходят это паутинки, потому что они придутся с шелковой ниткой. А шелковая нитка же она намного тоньше, поэтому вот шелковая нитка они проходят. Сейчас я вам даже могу показать, у меня вот эта паутиночка есть под руками. И вот у нас вот такие волшебные пуговицы есть. У них вот две дырочки. Вот две дырочки, оно как, ну, как колечко. И сейчас я вам это пропущу, покажу. Вот паутиночки, да, они проходят через кольцо легко. Их вот можно это... Ой, сейчас. Видите, паутиночки тоже разные у нас есть. Вот так вот собираете. Собираете одну сторону, для того, чтобы пропустить через кольцо. Одну сторону собираете. Вот дырочки. Вот в одну дырочку продеваете и вытаскиваете. Вот. Вот вам подтверждение нашей ковы. Вот они проходят через кольцо. Сейчас я вот близко вам так покажу. Вот туда, видите, даже еще место остается. Можно даже потольше, побольше платок взять. То есть, как бы это вот, видите, вот так ставлю, вон там еще спокойно место остается. То есть, вот, паутинки можно так проверять. Паутинки, они проходят через кольцо. А теплые вот такие шали, они, конечно, толстые, они через кольцо не проходят. Но самое главное, запомните, что 3 фактора, которые вы смотрите на пух, если хотите настоящую башкирскую шаль, то смотрите, что пух был тоненький. Он не сильно вот такой высокий. Иногда вот с других регионов, когда пух покупаем, он такие высокие, вот ангорская, вот с Дагестана или откуда привозят вот это ангорских пух, ангорских коз, он вот прям такой вот длинный. Волгоградская коза, она тоже вот такой вот, у нее длинный ворс. Наши башкирские, они не сильно длинные, но они очень мягкие, очень такие вот легкие, мягкие, пушистые, ну классные, очень теплые, лечебные. Вот первое, это смотрите, пух. Второе, смотрите, что пуховая нитка была отдельно спрядена, чтобы она крепкая такая была. И можете попробовать вот так подержать свой вес. Держит ли платок свой вес? Это вот это, ну как бы 3 основные особенности, чтобы узнать хороший платок. Наши башкирские платки действительно очень теплые, они знаменитые, многих знают. Я потому что я участвовала на многих выставках, бываю в Москве, и некоторые прям подходят и спрашивают, это башкирский, это действительно башкирский пуховый платок? И поэтому и наши платки уникальные. Поэтому приглашаем, приходите, покупайте наши замечательные платки.